салон снять. Тогда другое дело. Мы своими... Это, конечно, это опционально все. То есть Гармин... Ну надо тогда это... Можно в кабину пройти? Тут получается по этим самым, по правилам не больше 9. Да, не более 9. Ничего же так. Можно пройти? Лучше вот с той стенки, вот это здесь, а
потребитель почувствует существенное снижение тарифов на перевозку дорожных транспортов. Но для этого нужно проводить работу предприятий, которые вот поставщики, продавцы, торговцы. Да, но то, что с 1 января федеральный регламент у нас действует, он фактически не влияет на предприятие угледобычи. Дело в том, что работа действительно снизит тарифы, но автомобильные перевозки это по стоимости на маршруте до Якутска, соответственно, мы должны действительно сейчас четко понимать, какой Да. Я понял вопрос, почему, потому что у нас же, как бы у всей малой авиации, будем так говорить, не только в Якутии, но и всей Российской Федерации, есть проблема, на чем летать завтра. Ан-2, ну, это старая техника проверенная, но она тоже когда-нибудь закончится, наверное, полеты наши. Ан-3, который уже не выпускается, запчастей нет. И вот сегодня появляется уникальная возможность использовать вот этот самолет для наших полетов, чтобы определить транспортную доступность для населения. Те, которые живут на снегах, которые на сегодняшний день передвигаются посредством, в основном вертолетами, дорогостоящими, и это не совсем удобно пассажирам в то время, когда надо набрать какую-то емкость. Этот самолет позволит нам выполнять полеты ежедневно, а может и в день по несколько раз. Как в советское время, я помню, в заречные районы мы из Магана летали в Чурапчу 8 месяцев в день. Вот представьте себе. Вот такое же хотим мы сделать и сейчас. Чтобы этот самолет мог выполнять полеты ежедневно
Заречные районы, в Арктике, в Вилюйской группе районов, там, где в основном население своим проживает, которое ждет. Но для этого же надо будет восстанавливать площадки. Да, Компания да. этим занимается, да? Большая работа предстоит, не только компании, это и главы муниципальных образований, которые уже вот заречные районы поддержали нашу идею. С этого и начнем. Начнем как бы с малого и дойдем до большего. В этом заинтересовано и правительство республики, глава республики, чтобы у нас вновь были восстановлены площадки. Для этой цели мы будем тратить и деньги, потому что это нужны деньги для этого. Другого выхода-то нет. Сколько вообще площадок, вот, ну, если вспомнить советское время, можно было, да, сейчас. Ну, на моей памяти в советское время был на базе Лондонского авиационного завода. И вчера прибыл он сюда, без посадки, на всем протяжении. Этот вертолет действительно как бы идет на смену самолета Ан-2, которых даже не будет эксплуатировать свыше 200 самолетов. Но это уже новые технологии, новые технические данные, даже такие данные, как он может без посадки пролететь свыше 5000 километров. Это, представляете, допустим, в условиях крайнего севера, даже груза, допустим, весной можно где-то с юга загрузить фрукт там свеженький и привезти в любой район, в любую точку крайнего севера. Скажите, какие основные отличия этого самолета? Основные отличия от Ан-2 это первое это технический беспосадочный полет свыше 5000 километров. Представляете, он может заправиться на одной точке и облететь всю Якутию, все точки, да? Не нужно будет строить дополнительные заправочные станции. Обслуживаться может, садиться может на неподготовленные площадки, то есть грунтовые площадки. И самое главное, что он берет больше груз, порядка 3 тонн. Это можно не только пассажиров, но и груза перевозить. Я уже сказал, свежие фрукты, овощи развозить. Потому что сегодня это довольно перекладных, а здесь прямо набрать на кооперативе и прямо привезти до места. Скажите, при конструировании самолета учитывались условия Якутии и что конкретно учитывалось? Да, это самое главное был вопрос, И сегодня генеральный конструктор на этот вопрос дал обстоятельный ответ, что он приспособлен для эксплуатации в условиях крайнего севера. Потому что это первая задача, чтобы мы не зря взяли базовую компанию полярной авиалинии, для того, чтобы она не только чтобы пока Якутия очень быстро всем развивается, промышленность ругается, и прилегающие к нему Скажите, сколько будет произведено самолетов и какова стоимость вот данной модели? Значит, сегодня стоимость она дана ориентировочно, потому что сегодня цель такая, пригнать сюда самолет, подготовить технические задания, какие требования, какая нужна аппаратура, какие комплексы дополнительные. И самое главное, значит, нам сделать себестоимость ниже час, для того, чтобы стоимость часа стоила ниже, чем у Ан-2. И у нас сегодня уже порядка составляется ниже 50 тысяч рублей, а Ан-2 свыше 50 тысяч рублей. Это уже колоссально хорошо. И все-таки сколько самолет стоит? Значит, я еще раз повторяю, значит, мы сейчас будем продавать не сам самолет, а жизненный цикл, то есть начало постройки и начало утилизации. Поэтому главное, чтобы стоимость в легком часа снизить. А будет стоить у нас в районе где-то, я называл, в районе порядка 180 миллионов, может другая. Ну, в зависимости от комплектации. Какая будет комплектация? Ага,
завалят. Да, да, да. Ну, ты там покажите какое-то.